Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилlah. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы продолжаем наши уроки Исламского университета Украины в онлайн-режиме. У нас сегодня тема была, то есть книга у нас была «Недуги сердца». До темы дошли мы «Как бороться со страстью». Как бороться со страстью, тема сегодня. Иншаллах, наверное, запись мы включили, да? И также хочу сказать, что на следующем уроке, скорее всего, нам придется сделать 10 часов. 10 часов, потому что мы опаздываем. Аша намаз только что сделали, поэтому 10 часов лучше будет сделать. Как бороться со страстью? Такой хороший вопрос. У каждого человека есть страсть. Страсть, если человек переходит границы, то этого человека он губит, эту страсть. Как проявление милости Аллаха к его рабам относится то, что он не оставил их без поддержки и не сотворил их просто так без цели. Аллах нас создал с целью. Он не спасал истинную религию, содержащую лечение, исправление для любого искривления, возникающего в их жизни, в том числе и для запретной страсти. Всевышний Аллах дал нам несколько средств для охлаждения ее пыла и сдерживания ее напора. То есть Аллах, если не создал бы в нас страсть, то тогда трудно было бы человеку, как говорится, запасаться. Также трудно было бы иметь детей, семью завести, если бы не было бы страсти. Но Аллах сделал для этой страсти халяльным путем, как нужно исполнять свою страсть. Халяльным путем. Но харамным путем также Аллах обозначил нам, какими видами запрещается торговля, финансовые разных видов операций. Аллах нам дозволил финансы, но Аллах запретил нам разных видов операций, как риба, как, допустим, обман людей, то есть аферизм. Сегодня нету такой статьи, как говорится, людей не сажают за аферизм, людей не сажают за риба, не сажают сегодня, наоборот, стало это модой, но это является одним из видов аферизма. То есть риба, люди, кто имеет деньги в руках, они дают долг деньги и берут за это проценты. Это является тоже страсть запрещенная. Иметь деньги – это хорошо. И также любить деньги, Аллах в Коране говорит, человек любит сильно денег, имущество, богатство любит он. Человеку это свойственно получается, но Аллах сделал ограничения, Аллах сделал, как говорится, как нужно, если сказать, контролировать себя в этих страстях, имуществе и богатстве. Аллах сделал так, чтобы мы контролировали себя в имуществе и богатстве. В человеке есть такая страсть, он приспособлен, то есть человек зарабатывать, он любит зарабатывать, он любит копить накопительством, но Аллах сделал также, как бороться с страстью с правильным образом. Закат сделал, милостыню сделал Аллах Субхану ва Тааля. Поддерживать родственников, поддерживать близких своих окружений, своих соседей, свои мечети, как поддерживать. Аллах сделал, как исполнить эту страсть правильным образом. Да, хорошо, что ты зарабатываешь, мы этому человеку скажем, но если ты не участвуешь в проектах, общих проектах, будь это в мечети, будь это типа таких, допустим, да, в группах обучения людей в общих знаниях, полезных знаниях. Как, допустим, понять, как бороться против страстей. Конечно, мы скажем, если у тебя есть страсть к деньгам, ты борься, выдавая закат, делая милостыню, корми бедных людей, нуждающихся людей, стань рядом с ними. И так, получается, человек сможет бороться со своими страстями. Иметь богатство не запрещается, но богатство иметь, как мы сказали, пристрастие, если у человека будет к этому богатству, тогда оно запрещается, тогда это будет запретная роскошь.
пристрастие, если будет. Сама страсть есть у человека, ее нельзя убрать. Иначе он не занимался бы накопительством, он не занимался бы, говорит, закат не выдавал бы он, у него не накопилось бы. И также не женился бы, не имел бы детей он, если бы не было бы этой страсти. То есть поэтому страсть, если он исполняет его дозволенным путем, халяльным путем, тогда это, альхамдулилля, можно это, да, если в свои рамки поставить. Если не в рамки, выходит, если смотреть на чужих женщин, смотреть на чужих мужчин, женщины смотрят на чужих мужчин, женщины смотрят, также мужчины смотрят. Харамным путем получается, глазами. Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху алейхи ва саллям, в Сахихе Муслиме приводится этот хадис, глаза человека делают прелюбодеяние, уши, также нос имеет в виду обаянием, также руки, также ноги идут к этому. Аль-фарджу юсаддику амюкаддибу залик, сказано в хадисе в конце, и его непристойное место, то, что между ног, имеется в виду, осуществляет этого, или он не осуществляет, имеется в виду, становится лживым его, как говорится, да, действием. Итак, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, что человек неизбежно, как говорится, делает эти легкие виды прелюбодеяния. Что это? Глазами, ушами, как мы сказали, языком, или сказано обаянием, языком говорит он, руками он, допустим, что-то пишет он, или говорит он языком, или ногами идет он таким распутным местам, там, где танцы и тому подобные, бары. Аль-фарджу юсаддику ам юкаддибу залик. И как бороться против этого всего? Для тебя послан Коран, для тебя послан посланник. И он тебе объясняет, как бороться против своих страстей. Теперь дальше, первое, он говорит, первое, чтобы бороться против таких страстей, ты должен понять, что ты вырос. Если ты вырос, это не значит, что надо себя губить, идя за своими страстями, губя себя, идя за страстями. Нет, ты должен эти страсти поставить в свои рамки правильно. Вступление в брак, первое, говорится. Вступление в брак. От Абдулла бин Мас'уда передается хадис, ради Аллаху ан, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нам, о юноши, пусть тот из вас, кто способен содержать семью, женится, ибо это способствует потуплению взора и обереганию половых органов от запретного. Это приводится в Сахихе Муслиме. То есть посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается, я шабаб, о молодежь, о молодые люди, пусть тот из вас, кто способен содержать семью. Если ты не способен содержать свою семью, тогда имеется в виду что? Как в другом хадисе говорится, постись, держи посты, чтобы ты потоплял свои, как говорится, свою страсть. Держи посты. Если ты не способен содержать семью, и ты желаешь жениться, то тогда постись, кто способен содержать семью. Жениться, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, если у него есть способность содержать семью. Если он не может сам себя содержать, если он не может сам себя, тогда он не сможет содержать семью. Если он не может экономить, как он может откладывать для семьи? Поэтому, ибо способствует потуплению взора, сказал посланник дальше в хадисе, и обереганию половых органов от запретного, что женитьба. Имеется в виду человек, который способен исполнять супружеские обязанности, может содержать семью. Таким образом, если человек может вступить в половые отношения и чувствует влечение к этому, ему следует жениться. Как ученые говорят, предпочтительно ему жениться, чем пойти в хадж. Чем пойти в хадж. Предпочтительно ему жениться, чем тратить на ненужные вещи деньги. Чем ненужные телефоны, разные вещи некоторые тратят деньги свои. Лучше ему накопить эти деньги для своей женитьбы. Вступление в брак относится к тем путям, посредством которых человек удовлетворяет свою страсть дозволенным образом. И так это стало халяльным путем. Есть харамный путь. Харамный путь – это следование за шайтаном, следовать за дьяволом. Аллах в Коране сказал, «Ла таттабиу хутувати шайтан». Аллах говорит нам, людям, не следуйте путями шайтана, за следами шайтана, иначе этот дьявол нас бросит в ад, если мы будем идти за ним. И поэтому мы, как верующие люди, должны понять,
что мы должны следовать за Кораном и Сунной. Посланник, саллаллаху саллям, научил нас, как избегать халяля, то есть избегать харама и быть халяля. Итак, он тут, автор говорит, вступление в брак относится к тем путям, посредством которых человек удовлетворяет свою страсть дозволенным образом, узаконенным Аллахом. Есть, мы сказали, халяльная еда, есть харамная еда. Ты узаконенный путь, как говорится, используй во время еды. Бери халяльную еду, кушай с правой рукой, но не с левой рукой. Скажи бисмилля. Когда закончил еду, скажи альхамдулилля. Цени, если мало даже у тебя есть еда. Цени мало, у кого-то этого нет. Если есть выпить у тебя, цени это тоже, скажи бисмилля. После того, как выпил, скажи альхамдулилля. У кого-то этой воды нету даже. Поэтому также тут он говорит, вступление в брак, сунна пророку и посланнику, мир и благословение им всем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал тем, кто запрещал себе дозволенное: я же молюсь по ночам и сплю, иногда пощусь, иногда не пощусь, и я заключаю браки с женщинами, а кто не желает следовать моей сунне, тот не имеет отношения ко мне, как в Сахихе Муслиме это приводится. То есть это имеется в виду, человек попадает в нововведение. Как в хадисе сказано, посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман ахдатha фи амрина хаза, ма лайса минху фавараддун». Тот, кто вводит что-то новое в этой религии, оно не является из этой религии, тогда оно опровергается ему, наоборот, его дела не принимаются, эти дела его не принимаются, за эти дела он будет наказан еще. Почему? Потому что он сделал нововведение, искажение этой религии. Как человек сказал, посланник Аллаха ответил обратно, человеку опроверг он: я же молюсь по ночам и сплю. Некоторые сказали, то есть человек сказал, я не буду спать ночью, а буду, как говорится, да, полностью молиться ночью. Иногда пощусь, он сказал, одни сказали, я буду целый день поститься и каждый день поститься, не останавливаясь весь год. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, опроверг его действия, потому что на его теле есть право, то есть его тело, оно имеет право над этим человеком. Его семья имеет право тоже. Если он будет поститься, он не сможет зарабатывать, не сможет быть со своей семьей. А иногда не пощусь, говорит посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть день за днем, когда он постился, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, понедельник, четверг, и также он постился 13, 14, 15 лунный календарь, дни лунного календаря. Также он сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, лучший пост, пост Дауда, пророка, алейхиссалату вассалям, он постился через день. А кто не желает, и сказал он в конце тут, а я заключаю браки с женщинами. Тот, кто отказывается полностью от женщин, быть может, кто-то, скажем, отказался от женщины, он не отказался полностью, просто у него времени не было. Он на пути Аллаха боролся. Быть может, он искал знаний, требовал знаний, преподавал знания, распространял знания, защищал эти знания, и у него не было времени жениться. Не было времени чего жениться. Искать провизию для себя и для своей жены. Ему, допустим, провизию он может себе, а та жена, которая бы женился бы он на первой или второй или третьей или четвертой, некоторые обвиняют тех, кто не женится на первой, второй или третьей и четвертой, как имам Навави, как имам Ибн Таймия, они не успели жениться, они были заняты знаниями. Пророк Иса, алейхиссалату вассалам, не женился, был занят, как говорится, знаниями ислама. Преподавал он ислам, то есть он был мусульманином. Как в сурате Али Имране, 52 аяте говорится, как в сурате Маиде Трапеза, 111 аяте говорится, Иса, его апостолы, они были мусульманами, покорные одному Аллаху. Покорность, это имеется в виду ислам. Итак, общем, всех многих аятах приводится, что пророки были мусульманами, то есть покорные одному Аллаху люди они были, избранным Аллахом. И они общем женились, но когда человек был занят или не успел он, было, как говорится, спецоперации со стороны Рима, а Риму подчинены были израильтяне, как наместники в Палестине, Иерусалиме. Они хотели покончить с Иисусом, алейхиссалату вассалам, его апостолами. И тут Иисус, алейхиссалам, не успел жениться.
Просто не успел жениться, ему было 33 года в то время. И так дальше ученые тоже некоторые не женились, не успели, были заняты знаниями. Итак, некоторые также не могут жениться на второй или третьей, четвертой. Почему? Бывает, они на пути Аллаха распространяют знания они. Или бывает на пути Аллаха оберегает знания мечом или финансовыми. Они, бывает, не успевают жениться на второй или третьей, четвертой. Так что это не значит, что они не любят жениться, хотят жениться на второй, третьей, четвертой. Просто бывают заняты знаниями, или, как мы сказали, обереганием знаний, или, как мы сказали, обеспечением знающих, распространяющих знаний. Или бывает, допустим, военное положение, очень трудное военное положение бывает у некоторых людей. Не успевает жениться. И такое тоже бывает. Просто нужно оправдывать людей, искать им оправдание. Но это я не говорю, что надо отказываться. Нет, надо жениться. И посланник Аллаха сказал: и я заключаю браки с женщинами. Наоборот, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, призывает нас во время войны и не во время войны заключать браки с женщинами. Но если эта женщина требует много, тогда не хочет жениться этот парень, или, скажем, девушка не хочет выйти замуж, если много требует муж, или жена, допустим, не исполняет, или жена много требует, тогда не хочет этот мужчина жениться или на второй, или на третьей, или на первой, как мы сказали. Потому что потребностей сегодняшних женщин стало слишком много. Слишком много. Они не похожи на тех женщин, которые были лет 40-50 лет тому назад. Не похожи они абсолютно. Или, скажем, лет 100 назад не похожи они. Также может быть и мужчины. Бисмилlah. Альхамдулиллах. Также и мужчины, допустим, хотят, чтобы его жена была похожа на какую-то модельершу. Ну зачем? Зачем тебе модельерша? Зачем такое делать? Валь-аязу билля, как будто видели кирпичи, да, одного стандарта, одного рисунка, кирпичи одинаковые, одна стена. И как будто сегодня некоторые женщины одним стандартом. Как будто один стандарт, вылитые брови, вылитые губы, вылитые, как будто кирпичи вылитые. Никакого понятия нет. То есть Аллах создал каждого человека своим обликом. У каждого человека есть свой облик. У каждого человека есть своя красота, какая-то красота есть. Зачем менять свою красоту и делать под один стандарт, идти за какой-то модельершей? Валь-аязу билля, это изменение создания Аллаха. Это изменение, эти женщины будут прокляты. Такие женщины, такие девушки будут прокляты за то, что они меняют свои брови, меняют свои губы, меняют свое лицо. Разными этими химиями, операциями пластическими Аллах проклинает таких. И тут некоторые мужчины не хотят жениться на таких, как говорится, отлитых, как кирпичи одного стандарта. Не хотят они поэтому. Некоторые женщины задают вопрос: а почему мужчины не хотят жениться? Я вам отвечаю: потому что они не хотят вылитых, они хотят естественных женщин. Также и женщины, наверное, хотят естественных мужчин. Не вылитых химиями, бицепсы вылитые, и все вылитые у них. Как будто в одном спортзале их выливали. Как будто в одном спортзале их выливали, этих мужчин. В одном рисунке. И стараются быть похожи. Раньше не так было. Раньше человек, главное, хороший охотник, хорошо зарабатывает. Как говорится, здоровый он. Выходили замуж. А теперь получается химиями, не знаю, разными, как будто в одном спортзале их выливали, этих мужчин. И также этих женщин, как будто обезьяны, валь-аязу билля. Я не говорю, что обезьяны похожи становятся. Похожи очень. Поэтому некоторым мужчинам становится отвращение от таких женщин. Я заключаю браки, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, с женщинами. Какими? Нормальными, естественными, праведными женщинами посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, заключал браки.
А кто не желает следовать моей сунне, это есть жениться на такой сунна жениться. Отлитой одной формочки под одну модельершу за таких женщин, то есть таким женщинам не хотят свататься большинство мужчин. Потому что если эта маска снимется, или эта химия снимется, просто там какая-то уродина выйдет. Понимаете? Поэтому естество женщин, это их красит. А кто не желает следовать моей сунне, сказал посланник, саллаллаху саллям, жениться на женщин, имане в исламе, баракаллаху фикум, надежной, естественной форме своей, это является сунна. Тот не имеет отношения ко мне, тот, кто отказывается, сказал посланник, саллаллаху саллям, женитьбу на женщины, тогда он не из моей сунни, сказал посланник, саллаллаху саллям. Поэтому нужно жениться на естественной женщине. Аиша передает, ради Аллаху анха, что посланник Аллаха, саллаллаху саллям, сказал: вступление в брак относится к моей сунне, сказал он. А кто не следует моей сунне, тот не имеет отношения ко мне. То есть нужно готовиться тогда. Женитьба это является половина имана. А вторую половину ты должен бояться Аллаха. Если ты женился на праведной девушке, на праведной женщине, и она поддерживает твой иман, и ты поддерживаешь свою половину имана остальное, альхамдулилля, иман восполняется. Но если ты не действуешь, чтобы этот иман твой поднялся, не работаешь над своим иманом, откуда будет брать твоя жена пользу? Она же должна следовать за тобой. От тебя она должна брать примера. От тебя она должна получать знаний. Откуда она будет черпать эти знания, если ты не бываешь примером для жены и для семьи? Дальше Аиша передает этот хадис и сказал посланник, саллаллаху саллям, а кто не следует моей сунне, жениться является сунна посланника, саллаллаху саллям. Отказ от женитьбы это является не сунна, это противоречие сунне посланника, саллаллаху саллям, и пророков. Тот не имеет отношения ко мне, он не имеет отношения к сунне посланника, саллаллаху саллям, пути пророка Мухаммада, саллаллаху саллям, не имеет он. Вступайте же в брак, он сказал, ибо поистине я превзойду вашей численностью другие общины. То есть судный день посланник, саллаллаху саллям, в этом хадисе хочет превзойти другие общины своей численностью. И сказал он, посланник, саллаллаху саллям, в другом хадисе, что его умма будет 80 рядов, а другие общины, за пророками, которые следовали другие общины, их будет общее взято все 40 только рядов, 120 рядов будет идти в рай. Из них 80 рядов община пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи саллям. И поэтому он хочет, чтобы мы женились и плодились и увеличивали детей, единобожников. Он не хочет просто детей безбожников, многобожников. Он не хочет. Если мы сделаем то, что любит посланник, саллаллаху саллям, тогда Аллах нас полюбит. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху саллям, полюбит нас. Если мы увеличим рождаемость единобожников на шариате, заступающийся за эту религию, оберегающий эту религию, тогда Аллах, его посланник, нас полюбит. Судный день посланник, саллаллаху саллям, будет заступаться за нас, потому что, придерживаясь за этот хадис, мы хотели увеличить свое население единобожников. Посланник, саллаллаху саллям, говорит нам: вступайте же в брак для того, чтобы обезопасить себя от прелюбодеяния, от харамных взглядов, ибо поистине я превзойду вашей численностью другие общины. Он хочет, чтобы его умма была большая, единобожники, воспитанные, честные, надежные, нравственные, хорошим поведением. Такие люди хочет посланник, саллаллаху саллям. У кого есть возможность, пусть женится. А у кого нет такой возможности, пусть постится, сказал посланник, саллаллаху саллям. И пост послужит ему защитой. Почему он говорит поститься, саллаллаху саллям? Сегодня, когда много людей кушает, много напивает сладких напитков, сладостей, когда много кушает,
их страсти увеличиваются. Потребности к хараму становятся у человека. Когда он не ограничивает свой желудок, когда закидывает он постоянно, что бывает? Потребности страстей больше бывает. И поэтому посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет нам, мужчинам и женщинам, потупляйте свою страсть. Чем? Постами, голодом, меньше кушайте. И пусть послужит ему защитой. Чтобы этот пост был защитой, оберегая человека от страстей. Этот хадис Ибн Маджа приводит. Посредством вступления в брак человек сохраняет свою религию, свою веру, а совершая прелюбодеяние, он лишается света, которым наслаждался ранее. Ибн Аббас, да будет доволен его отцом, ради Аллаху анхума, выбрал несколько юношей и обучал их, и среди прочего он говорил им: когда ощутите потребность жениться, я вас женю, говорит Ибн Аббас. Ибо поистине, когда человек совершает прелюбодеяние, вера забирается из его сердца. Не полностью, часть веры забирается большинства, основная вера остается. Основная, как в Сахихе Муслиме говорится: «Ла язни зани хинама язни фау му'мин». Не будет делать прелюбодеяние прелюбодей, будучи верующим. То есть его вера была на высоте и упала у него до дна. Вот в таком состоянии бывает, когда он такой грех он делает. Быть может, скоро и выйдет из имана, из ислама. Поэтому нужно избегать тех казней дьявола, которые человека приводят к этому прелюбодеянию. Общение с женщинами, смотреть на харамных женщин, также на мужчин смотреть женщинам запрещается. И он говорил, Ибн Аббас: женитесь, ибо поистине совершив прелюбодеяние, человек лишается света веры. Тариху Димашка приводится. Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, также сказал: не будет поклонения поклоняющегося полноценным, пока он не вступит в брак. Пока он не вступит в брак. Дорогие братья, дорогие сестры, послушайте, что говорит Ибн Аббас. Копите деньги, учитесь зарабатывать, учитесь содержать семью, учитесь быть замужней женщиной. Не замужняя, у нее положение как? Как сподвижники, ради Аллаху анхум, говорили: если был бы завтра судный день, то не оставили бы ночь без жены рядом или без замужества. До такой степени они говорили. А если эта женщина непокорная женщина, неблагодарная женщина, она только любит разрушать браки, с одного замужества, другое замужество, ищет себе подходящего, она говорит, ищет богатого, тогда она просто-напросто нездоровая женщина. Пусть Аллах наставит ее на прямой путь. Разрушающие браки также мужчины бывают. Мужчины, те, кто женится, потом порождаются у них дети и кидает своих детей, свою семью, уезжает куда-то дальше. И приходится общине Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сохранять эту семью. Приходится им помогать этой семье. Общине Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, приходится поддерживать эту семью. Он был братом, как говорится, соскочил, оставил свою жену и своих детей. Таких тоже очень много. Таких случаев бывает? Бывает. Но они не большинство, альхамдулилля, по милости Аллаха. И сестры боятся выходить за таких. Поэтому имам должен спрашивать, где он участвует, где он молится, какие имамы за него вручаются, участвует ли он в добрых делах, участвует ли он в жертвоприношении, участвует ли он в жертвоприношении, помогает ли он бедным, неимущим, поддерживает ли он их, нет. А если он не поддерживает, тогда как за него выдавать замуж? Как за него выдавать замуж? Не всего лишь он молится Аллаху, не всего лишь единобожник мусульманин. Если он не привык жертвовать из того, что он получает, он не привыкнет также давать своей жене, своей семье. Он оставит свою семью и соскочит, как мы сказали. И это бывает, часто бывает некоторыми людьми, но это не большинство, альхамдулилля. И это имеется в виду, не большинство мусульмане такие вещи не делают. Нормальные люди такие вещи не будут делать, оставляя свою семью, оставляя своих детей. Исповедание религии поклоняющимся становится полноценным только тогда, когда он вступает в брак.
Потому что холостой всегда будет как бы неполноценным в том смысле, что ему постоянно угрожает падение запретное, холостому. А женатому не так положение. Как Ибн Аббас сказал, не будет поклонения поклоняющегося полноценным, пока он не вступит в брак. Тогда женщинам, девушек касается тоже, которые ищут принца на белом коне. Не бывает всегда принца, их мало бывает. Принц в государстве бывает один только или два там. Король один, может быть, два принца. И так дальше. Для того, кто опасается совершить прелюбодеяние, жениться более обязательно, чем совершить хадж. Представляете? Для того, кто опасается совершить прелюбодеяние, если он себя приостановил от этого, он начинает зарабатывать, копить на это все, на женитьбу, он, альхамдулилля, от харама хочет избегать, тогда это подобие джихада, джихаду нафс называется, борьба против своих страстей. И тут он говорит, жениться более обязательным, чем совершить хадж. Такому человеку, тот, кто боится попасть в прелюбодеяние, не иди хадж, а женись, потому что ты боишься за прелюбодеяние, чтобы ты не сделал его. При том, что совершение хаджа один из столпов ислама, и кто не способен вступить в брак, и совершить хадж, должен сначала вступить в брак, а уже потом совершить хадж. Праведная жена помогает мужчине в соблюдении половины веры. Эта жена должна понимать, что мужу должна отдавать свой долг, долг постели, чтобы этот муж не попал в прелюбодеяние. Если этот муж сбьется, тогда эта женщина виновна. Тогда эта женщина виновна, которая не была покорна своему мужу. Анас бин Малик, ради Аллаху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тому, кто Аллах даровал праведную жену, он помог в соблюдении половины религии. Так пусть же он боится Аллаха в отношении второй половины. Аль-Хаким приводит этот хадис от посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-Манави сказал, причина в том, что страсть чрева и страсть половых органов мешает соблюдению религии так, как ничто другое. А посредством праведной жены верующий получает возможность сохранять целомудрие, уберегает себя от прелюбодеяния. Это первая половина соблюдения религии. Остается вторая половина на этом человеке, мужчине. Это страсть чрева. Страсть чрева. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, наказал верующему бояться Аллаха в отношении, то есть указал он, бояться Аллаха в отношении этой второй половины, чтобы соблюдение им религии было полноценным. И он следовал прямым путем. Упомянута именно праведная женщина. Праведная женщина эти вещи понимает. Неправедная женщина этого не понимает она. И так дальше. Чтобы соблюдение им религии было полноценным, и он следовал прямым путем. Упомянута именно праведная женщина, потому что другая не сможет удержать мужа от прелюбодеяния. Напротив, неправедная не сможет этого понять. Она может затянуть его в гибельное болото, как сегодня наащиза бывает женщины, наащиза непокорные мужьям, подталкивая мужа к запретному. Эта жена бывает виновна, что подтолкнула его к запретному прелюбодеянию. Фаид аль-Кади называется, в книге приводится. Уртуби, имам Уртуби, толкователь тафсира Корана, тафсир Уртуби называется, сказал, если человек не способен проявлять терпение, то ему следует искать женщину, обладающую твердой верой, дабы сохранить правильное исповедание религии. Тафсир Уртуби приводится. Если одной недостаточно, тогда второе жениться, если есть возможность обеспечения. Итак, третье и четвертое. Баракаллаху фикум. Если есть возможности, справедливость, первое условие для того, чтобы жениться. Первое условие – справедливость. Второе условие – возможности обеспечения. Так как здоровье и также возможность обеспечения. Баракаллаху фикум. Субханакаллаху бихамдик. Нашхаду ла иляха илля ант. Если есть вопросы, спрашивайте.